Медики работают на грани. Количество тяжелых больных коронавирусом постоянно растет. В ближайшее время в столице Коми появится новый ковидный стационар на базе госпиталя ветеранов. Врачи и медсестры Коми в режиме нон-стоп трудятся в 16 красных зонах. Один амбулаторный работник отрабатывает по 100 вызовов в день, при рекомендуемых 25. Увеличились нагрузки и на бригады скорой помощи. Только по Сыктывкару в сутки более 400 выездов. Моя коллега Наталья Юрина пообщалась с теми, кто стоит на передовой, и узнала цену, которую платят врачи, спасая жизни. Пандемия перекроила систему здравоохранения Коми. В республике на базе учреждений 16 красных зон. Количество коек в зависимости от эпидобстановки то сокращают, то увеличивают вновь. Плановые приемы в новом корпусе радиологического отделения онкологического диспансера остались в планах. После сдачи объекта здесь развернули красную зону. Это наш коридор, где располагаются медикаменты, резервная аппаратура, пост медицинской сестры. Ну и непосредственно одна из палат, где оказывается помощь пациентам. Все пациенты, находящиеся в отделении реанимации, как правило, требуют респираторной поддержки. Первый сложный пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в инфекционную больницу поступил 26 марта 2020 года. Первый оказался далеко не последним. Размеренная и плановая работа врачей осталась в прошлом. На сегодняшний день отмечается увеличение крайне тяжелых форм заболевания. Наша коечная мощность с прошлого года увеличена была с 6 до 28 коек. И, к сожалению, на сегодняшний день мы работаем на 100%. К сожалению, на сегодняшний день, в отличие от прошлого года, все пациенты, которые госпитализируются в отделении реанимации, требуют респираторной поддержки. Это, как правило, либо неинвазивная вентиляция легких, либо уже инвазивная вентиляция легких. Первая волна ковида врачей захлестнула и окатила холодной водой. Многие специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии 2-3 месяца на работе жили, изолировались, дабы обезопасить близких. Радовались помощи коллег из других регионов. За время пандемии врачи признаются, что привыкли к дискомфорту от костюмов, гипоксии от СИЗов. Сейчас для работы в красной зоне привлекают специалистов из других учреждений Коми. Часы нагрузки увеличились в разы. Один специалист тянет 3 ставки. Если мы работали на 1-2 поста, сейчас работаем на 4. Да, это только наша реанимация, только РИП, реанимация вторая. У нас есть при инфекции еще первая реанимация. Они тоже работают на 3 поста. То есть работали на 2, сейчас работают на 3. Посты расширяются, больных много. Надо всем оказать помощь. Количество коек увеличили в 4 раза. Колоссальную нагрузку испытывает весь медперсонал. Работают на полную мощность. Круглосуточно 7 дней в неделю. Борются за жизни пациентов. Я очень сильно этой болезнью заболела. Мне это нельзя делать. Но я вам советую всем вакцинироваться ради вам и ваших близких, чтобы вы всегда были все здоровы. Дельта-штамм коронавируса, курсирующий по Коми, не щадит ни взрослых, ни детей. Доказательство тому – антирекорды по заболевшим и смертности. Протекает болезнь сложно, поражает не только легкие, но и центральную нервную систему. Бьет осложнениями на весь организм. К сожалению, данная инфекция имеет полиорганное поражение, когда страдают несколько органов систем, да, это и легкие, слюбная локализация, почки, печень, сердечная мышца, но в том числе и головной мозг. Поэтому пациенты к нам поступают разнообразные. Практически все, 90-95%, если даже не 100%, находятся на вентиляции легких. И актуальный и наболевший вопрос для сомневающихся. Есть ли среди пациентов в реанимации привитые? Привитых в реанимации нет. Как отмечают врачи, лучшее лечение – это профилактика. Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо прививаться и соблюдать меры безопасности. Чтобы при выписке из больницы после закрытия больничного дышать полной грудью, а не через трубку, находясь в тяжелом состоянии в реанимации. И это если еще повезет. Кто-то из больницы не выходит живым. Наталья Юрина, Олег Юшков, телеканал «Юрган».